Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Сколько вам было лет, когда вас забрали в плен? 2 года и 2 месяца. Сколько деревень забрали немцы? По всей Орловской области и во всех деревнях. И забирали только кто с детьми, с маленькими был, домочадцы, этих старух, конечно, стариков не забирали, а более-менее трудоспособные оставляли там. Немцы заставляли их копать окопы. Для них, чтобы они в окопах сидели и стреляли наших русских. Гнали нас немцы в свои лагеря, и они в Белоруссию. А лагеря стояли их немецкие в Белоруссии. И вот наш лагерь, нас эвакуировали с деревни Вертякино. И вот наш лагерь назывался Буда-Кошелева. Туда мы ехали на лошадях, на этих повозке, дети маленькие, даже были и годик дети. И они нас загнали в лагерях. Мы там пробыли 4 месяца. И держали нас в оккупации. И потом, когда наши русские их прогнали, они отступились, ничего с нами не сделали. И мы шли оттуда почти месяц, с Беларуси, пешком. И пришли в деревню в свою. А в деревне одни печки стоят, русские, трубы. Все сожжено. В подвалах этих ставили буржуйки, и зиму, ноябрь же, и зиму зимовали. А зимою на санках возили лес, приготавливали к весне, чтобы дома строить. Кто когда гнали его, немцы нас, то поумнее люди, у которых были зерно, они в ямы спрятали и засыпали землей, чтобы немцы не догадались, что там в этом есть еда. Вытаскивали, мололи хлеб. А немцы были, есть у тебя корова, там, свиньи, у кого-то есть. Они приходили, не спросивши, резали и ели. Они не обращали внимания. Как вы оказались в наших краях? В наших краях я оказалась так. В Челябинске жили мои родственники. И вот они нас перевезли. У меня 2 дочери, и я с мужем давно не живу. И в Челябинске я прожила 24 года. А мальчик отсюда работал у нас на заводе в Челябинске. Познакомился с дочерью, увез сюда. 2-я дочь в гости приезжала. Тоже замуж вышла тут. А я там пожила одна. Что я там? Продала квартиру там. Приехала тут, купила. И вот 17 лет уже здесь. Расскажите что-нибудь о своих родителях. Мама меня воспитывала. Папу забрали на войну. А мама осталась беременная. И я папу совсем. Он погиб и без вести пропавший под Смоленском. А мама воспитывала, она 81 год прожила, в Челябинске-то ей хоронили. Поэтому сейчас, когда кто-то зовет, у нас в нашем доме сверху кричит, пап, что-то такое, а я же вздрагиваюсь, что я этого и плачу. Детства не видела ни папы, ничего. Мама голод. После войны ничего не... Мама одна, у кого коровы-то были, все хорошо жили, а мы, детвора, то, что дать. И ни картошки нету, картошку сажали, очистки от картошки. И весною сажали в огородах. Вырастала,
Из сочисок вырастало, видимо, Господь так давал, чтобы не сильно, хоть картошка была. Потом мама весной, я помню, что у меня 4 годика было, еще ж война шла, они на поле ходили весною, осенью-то копали картошечку, и что-то оставалось же там, а весной она же гнилая. Мама соберет, придет, толкет этих лепешек делает. В каком году вас освободили из плена? В каком году освободили? Я вообще-то об этом не знаю с маминых слов. Немцы были там, по-моему, 44-й год. Так, мама рассказывала, говорит, вот уже наших в плену, которых везут в этих бестарках лошадях, а немцы засели в церкви на колокольне и вот косили вот так. Это мама рассказывала. А уже нас, говорит, не трогали. Ну, им надо было к Москве. И вот Орел освободили, там же самое пекло было. Брянск, Орел, Курск. Это же все наши города военные. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.